Градусные морозы. Передача Бакова Рустам Ахметов, Вести, Магадан. Раньше обычного пришла зима и на Урале. Из-за каприза погоды гибнет урожай. Аграрии всеми силами пытаются спасти хотя бы часть зерновых и овощных культур. Люди работают в полях круглосуточно. Осложняется ситуация нехваткой сушилок и хранилищ, но между тем местные синоптики дают суровые прогнозы. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Будет самый холодный за последние 5 лет. Столбики термометров опустятся Лялечка. на 10 градусов ниже, Ля-ля. чем в прошлом году. Российским авиакомпаниям впервые за долгие годы не придется проводить переподготовку выпускников летних училищ. Это стало возможно благодаря программе, разработанной совместно Минтранспорта, Росавиации и Аэрофлота. В ноябре 6 вчерашних курсантов, прошедших подготовку на специальном оборудовании, уже ответствуют к полетам. Новая программа позволит сэкономить и время, и деньги. Ежегодно аэрофлот принимает работу более 8 с советского времени. Последние 25 лет военных пилотов. Причем обучать дипломированных специалистов нужно было по сути всему, от английского языка до управления воздушным судном. В этом году Министерство транспорта, Росавиация и Аэрофлот решили провести эксперимент, который увенчался успехом. Мы начали Походите. отобрали 6 выпускников, идущих на задачу, чтобы они самостоятельно подготовились и по английскому языку, и по техническому обмену, сертификат международных полетов, готовности к международным полетам. И с февраля начали их непосредственную подготовку. Из 6 выпускников Артур Купальцев самый младший. Ему 21, и он уже без 5 минут второй пилот.